Уважаемые жители Нюрбинского района, по сложившейся традиции я выхожу с информацией по эпидситуации в Нюрбинском районе. К сожалению, количество больных растет, но все же ситуация находится под контролем. По состоянию на сегодня, 9 ноября, с начала пандемии, в районе зарегистрировано 646 подтвержденных случаев инфекции, из них взрослых 583 и детей 63 случая. В настоящее время продолжает лечение 238 больных с лабораторно подтвержденной инфекцией. Из них на амбулаторном лечении сейчас находится 206 человек, в том числе 19 детей. И на стационарном лечении сейчас находятся 32 пациента. Самое большое количество больных это у нас по городу Нюрба 156, и в селе Антоновка 34, Хатынг-Сысы 15. В остальных населениях это единичный случай заболевания. В связи с увеличением числа больных мы создали 5 инфекционных отделений на 110 коек. На сегодня в них стационарное лечение проходят 108 пациентов, в том числе с лабораторно подтвержденной инфекцией это 32 и без лабораторного подтверждения 76 человек. Из них 22 больных находятся в тяжелом состоянии. Готовим еще 70 коек на базе спорткомплекса в селе Антоновка. В эти дни открыли в Первой Республике колл-центр по вопросам коронавируса с целью разгрузить поликлинику. В 2 смены работает у нас 10 человек. Первые дни работы показали востребованность колл-центра. Дополнительно прикрепим еще психологов и врачей. С руководством акционерной компании «Алроса» уже достигнута договоренность о предоставлении еще 2 миллионов рублей для противоковидных мероприятий для Нюрбинской центральной районной больницы и использование здания бывшего «Алроса Нюрба» для открытия дополнительных инфекционных коек. Всего выздоровело с лабораторно подтвержденной инфекцией 381 человек, в том числе 337 взрослых и 44 детей. Из них после стационарного лечения это 60 и после амбулаторного лечения 283. У нас, к сожалению, 15 летальных исходов, из них стационарного города Якутска 6 человек. Территориальным отделом Роспотребнадзора на 5 ноября выявлено 342 контактных лиц. Из них в городе Нюрба 210 человек, остальные на слегах. За ними установлено медицинское наблюдение и контроль за соблюдением режима самоизоляции. Всего отобрано за весь период пандемии 5883 пробы. С 1 по 7 ноября отобрано 740 проб, получено 339 отрицательных результата и 69 положительных. В работе находится 332 пробы. К сожалению, наблюдаются случаи корпоративных заболеваний, то есть заболевания в трудовых коллективах. Особенно сложная ситуация сложилась у нас в доме для престарелых, несмотря на то, что учреждение с апреля работало в закрытом режиме. 21 человек, в том числе сотрудники и постояльцы, находятся в инфекционных отделениях. Это 15 из них, 15 человек в тяжелом состоянии. В ДП находятся 82 постояльцев, из них в красной зоне сейчас 40 человек. 42 здоровых подопечных размещены в отдельной чистой зоне. В дежурной смене работает 25 человек медперсонала. Министерством труда и социального развития республики ситуация в ДП держится на особом контроле. На прошлой неделе из Якутска прибыло 2 врача, лекарственные препараты и оборудование. Также мобилизованы сотрудники реабилитационного центра для детей-инвалидов. Ведется ежедневный мониторинг состояния здоровья, термометрии и других жизненно важных показателей пожилых, а также всех работников и медперсонала. В связи с острой нехваткой мест в ковидном и провизорном отделениях Нюрбинской центральной районной больницы ведутся переговоры 2 министерств по решению развернуть госпиталь внутри учреждения нашего интерната интенсивной терапии на 5 койко-мест. Районным оперативным штабом ведется ежегодный контроль и мониторинг за поступлением лекарственных препаратов в аптечной сети нашего района. В аптеках запас аналогов самых нужных лекарств составляет
от 1 до 2 месяцев. Во всех аптеках в достаточном количестве имеются маски и перчатки. Информация о наличии необходимых лекарственных препаратов в аптеках города рассылается по нашим социальным сетям. На прошлой неделе от аптеки «Саха-фармация» прибыла партия лекарственных средств в количестве более 50 коробок для продажи по аптечным сетям. В ближайшие дни ожидается поступление 500 упаковок для филиала «Саха-фармации» и аптеки под номером 11. Также мы 1700 упаковок альбедола для центральной районной больницы. Планируем бесплатно выделять больным и контактным лицам старше 65 лет, малоимущим и нашим многодетным. Также это учреждение, которое возглавляет наш земляк Николай Санников, в прошлом знаменитый рекордсмен по якутским национальным прыжкам, в качестве спонсорской помощи предоставило 1300 медицинских масок, 2000 пар бахил гуманитарной помощи. За счет средств района на противоковидные мероприятия предусмотрено около 30 миллионов рублей. В настоящее время на линии города Нюрба задействованы 9 автомашин. Это 2 машины по аутсорсингу, 3 машины выделено в помощь организации и предприятий. В грязной зоне задействованы 5 автомашин. В целях укрепления материально-технической базы нашей районной больницы 2 ноября предоставляет безвозмездное пользование легковой автомобиль «Лада Грант». По району имеется 6 ИВЛ, считая поступивший по линии благотворительного фонда «Харысхал» 1 аппарат. Ожидается поставка 3 аппаратов ИВЛ по программе Министерства здравоохранения Республики. Из резервного фонда через Сахамедсервис на районные средства закуплено 4 аппарата ИВЛ и 20 кислородных концентраторов. Из них в район уже поступило 13 кислородных концентраторов, оставшиеся 7 кислородных концентраторов и 4 аппарата ИВЛ в эти дни прибудут в Санкт-Петербурга. Ранее за счет резервного фонда приобрели 6 штук кислородных концентраторов. 4 в районную больницу передали наши индивидуальные предприниматели. На прошлой неделе через индивидуального предпринимателя из Южной Кореи поставили на Нюрбу 1850 штук экспресс-тестов ИХ на сумму более 2,5 миллиона рублей. Иммунохроматографический анализ ИХ относится к методам экспресс-диагностики. Требуемое время для оценки результата 15 минут. Точность результата 97%. Мы перед республиканским оперативным штабом поставили вопрос ускорения возврата нашего анализатора из Мегино-Кангаласского района. Помещение у нас уже готово, есть подготовленные работники, приобретаются реагенты. Одним из главных задач с целью недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции является обеспечение соблюдения всех установленных санитарных требований. В результате своевременного перевода на дистанционное обучение учащихся города Нюрбы и ряда населенных, где были зарегистрированы случаи заболевания, мы смогли избежать массовых случаев заболеваний школьников. Решением районного оперативного штаба дистанционное обучение учащихся школ по району продлено по 21 ноября. На прошлой неделе началась выдача сухих пайков льготной категории школьников. На эти цели с районного бюджета предусмотрено 3 миллиона 167 тысяч рублей. Всего сухие пайки получат 2520 детей. Продолжается рейдовые мероприятия и административной комиссии совместно с мэрией и отделом внутренних дел по Нюрбинскому району. Со 2 ноября проверено 40 объектов, в том числе 9 предприятий и организаций, 21 торговых объектов. Нарушений санитарно-эпидемиологических требований не выявлено. В целях охраны здоровья населения в период пандемии в исполнении указа главы республики от 12 октября переведено на удаленный режим работы 191 сотрудник государственных и муниципальных учреждений. Уважаемые жители Нюрбинского района, в заключение еще раз призываю вас всех строго соблюдать меры личной защиты, масочно-перчаточный режим, социальную дистанцию, правила личной гигиены, воздержаться от проведения различных мероприятий с большим количеством участников, юбилеев, свадеб и встреч. От строгого соблюдения установленных санитарных требований зависит, будет ли приостановлено дальнейшее распространение коронавирусной инфекции.
ради обеспечения безопасности нашего старшего поколения для всех нас и близких нам людей.